Сура Ас-Саффат. Выстроившиеся в ряды. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Бисмиллахир рахманир рахим. Сура 37, аяты с 1 по 3. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا. Всевышний поклялся благородными ангелами, которые поклоняются своему Господу, и с его позволения распоряжаются некоторыми делами Вселенной. Аллах принес эту клятву, дабы засвидетельствовать, что только Он является единственным Господом и единственным достойным поклонения Богом. Вначале Он поклялся ангелами, которые выстраиваются в ряды для того, чтобы исправно служить своему Господу. Затем Он поклялся ангелами, которые изгоняют облака и управляют другими природными явлениями. Наконец Он поклялся ангелами, которые читают поминания, то есть перечитывают слова Всевышнего Аллаха. А поскольку ангелы обожествляют только одного Аллаха, поклоняются только одному Ему и никоим образом не ослушаются Его повелений, Всевышний Господь поклялся ими в подтверждении истинности единобожия. Он сказал: Сура 37, аят 4. «Инна илахакум лавахид». Помимо Аллаха нет иного божества, достойного обожествления и поклонения. Это означает, что все люди обязаны искренне любить и бояться Его, надеяться на Его милость и поклоняться только Ему одному. Сура 37, аят 5. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. Он сотворил вселенную и дарует пропитание всем обитающим в ней творениям. Ему покорно все сущее, и у него нет сотоварищей ни в праве на господство, ни в праве на поклонение. Всевышний очень часто упоминает о своем праве на поклонение наряду со своим правом на господство, потому что последнее усиливает первое. Многобожники верили в то, что Аллах является единственным Господом, однако считали, что можно поклоняться и другим божествам. Поэтому Аллах часто напоминает людям о том, во что они верят, и призывает их уверовать в то, что они отрицают. В этом аяте Аллах назвал себя Господом всех восходов. Речь идет о местах появления светил над горизонтом. Эти слова Всевышнего также свидетельствуют о существовании множества мест заката светил. Возможно, Аллах имел в виду места появления над горизонтом звезд, о которых также говорится в следующих аятах. Сура 37, аяты с 6 по 9. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. Аллах сообщил о великой пользе, которую приносят звезды для обитателей земли. Во-первых, они являются украшением для небес. Если бы звезд не было, то небеса выглядели бы темными и мрачными. Аллах нарядил небеса звездами, дабы осветить небеса и сделать их облик прекрасным. Благодаря звездам люди определяют правильный путь на суше и на море даже в самые темные ночи. Во-вторых, звезды охраняют небеса от мятежных дьяволов, которые осмеливаются подслушивать разговоры ангелов на небесах. Дьяволы не слышат разговоров ангелов, потому что на них отовсюду обрушиваются падучие звезды. Они отгоняют дьяволов и не позволяют им подслушивать, какие же дела замышляются на небесах. Это справедливое возмездие за мятеж и неповиновение Господу. Сура 37, аят 10. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.
Если бы Всевышний не сообщил об этом, то на основании предыдущих аятов можно было бы однозначно сказать, что дьяволы не имеют никакой возможности подслушать вести с небес. Однако некоторым из них удается выкрасть словечко из уст ангелов, и тогда обитатели небес уничтожают их посредством ярких падучих звезд. Иногда такая звезда сжигает мятежного дьявола до того, как он передаст подслушанную весть своим собратьям. В таком случае весть с небес не доходит до обитателей земли, а иногда падучая звезда поражает дьявола после того, как он передал подслушанную весть своим клевретам. В этом случае дьяволы прибавляют к одной правде 100 неправд и рассказывают их колдунам и предсказателям, а невежественные люди начинают верить их многочисленным лживым предсказаниям из-за одного правдивого словечка, услышанного дьяволами на небесах. Сура 37, аят 11. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. После того, как Аллах напомнил людям о существовании огромных небесных тел, Он повелел своему посланнику призвать неверующих призадуматься над творениями Господа. Они отказываются уверовать в воскрешение после смерти. Но разве воскресить усопших людей труднее, чем сотворить могучие небеса и огромные планеты? Вне всякого сомнения, многобожники признаются в том, что сотворить небеса и землю намного сложнее, чем воскресить человека. Все это обязывает людей уверовать в жизнь после смерти, но это не является единственным доказательством правдивости воскрешения. Всевышний сотворил человека из хорошей прочной глины. Он сказал: «Мы сотворили человека из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи». Сура 15, аят 26. Если человек задумается над тем, как он появился на свет, то поймет, что сотворить человека из вязкой глины сложнее, чем воссоздать его после смерти. Сура 37, аят 12. بل عجبت ويسخرون. «О посланник, о человек, ты поражен лживостью людей, которые отказываются уверовать в воскрешение и отворачиваются от многочисленных знамений и доказательств. Неверие таких людей действительно поражает и удивляет, потому что неизбежность судного дня невозможно отрицать. Но что еще больше поражает разумного человека, так это поведение неверующих, которые насмехаются над посланником и верующими. Они недовольствуются тем, что отвергают истину и осмеливаются глумиться над ней». Сура 37, аяты 13-14. وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون. Такое поведение не может не вызвать удивления. Правоверные напоминают нечестивцам об истине, которая целиком и полностью гармонирует с их разумом и подсознанием, но нечестивцы продолжают отворачиваться от нее. Если они поступают таким образом по причине собственного невежества, то это свидетельствует об их глупости и слабоумии. Как можно отрицать то, что заложено в подсознании каждого человека и безо всяких трудностей познается разумом? Если же они сознательно отрицают истину по причине собственного упрямства, то это еще более удивительно. Проповедники истины предоставляют им убедительные доказательства своей правоты и показывают им великие знамения, перед которыми склоняются даже самые благоразумные мужи, но они встречают их неверием и насмешками. Воистину, это удивительно, так же, как и удивительны слова неверующих, которые называют пророческие учения явным колдовством. Сура 37, аяты с 15 по 17. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون.
Они сравнивают истину, которая является самым славным и самым прекрасным из всего, что есть на земле, с колдовством, которое является самым низменным и самым отвратительным деянием. Более того, они сравнивают божественные возможности Господа небес и земли с жалкими способностями человека, который является слабым и несовершенным во всех отношениях. Они считают воскрешение из мертвых невероятным, и поэтому говорят: неужели мы будем воскрешены после того, как превратимся в прах и кости? Или будут воскрешены наши праотцы? Это самые большие, но совершенно безосновательные доказательства неверующих. Сура 37, аят 18. قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. Перечислив доказательства многобожников, Аллах повелел своему посланнику опровергнуть их лживые заявления и устрашить их вестью об унизительном наказании. О многобожники! Вы и ваши предки непременно будете воскрешены и окажетесь в числе униженных и презренных, а для Аллаха это совершенно не составит труда. Сура 37, аяты с 19 по 21. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Как только ангел Исрафил протрубит в рог, все усопшие восстанут из своих могил. Они будут воскрешены в том же виде, в котором они впервые появились на свет: нагие, босые, с необрезанной крайней плотью. В этот страшный миг неверующие не смогут скрыть раскаяния, разочарования, стыда и унижения. Они будут проклинать себя и поймут, что наступил час расплаты и воздаяния, и не смогут отрицать то, над чем насмехались в мирской жизни. Тогда им возвестят о наступлении дня развлечения. В этот день Аллах возвестит каждому человеку о том, как он выполнял свои обязанности перед Аллахом и перед его творениями. Когда же неверующие воочию убедятся в правдивости всего, что они отрицали и над чем насмехались, Господь велит ангелам ввергнуть грешников в адский огонь, который они считали ложью. Сура 37, аяты с 22 по 26. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. Эти нечестивцы поступали несправедливо по отношению к себе и увязали в неверии, многобожии и непослушании Аллаху. А когда наступит день воскресения, они будут собраны вместе со своими собратьями, которые совершали столь же скверные дела. Более того, идолы и истуканы, которым поклонялись язычники, также разделят их участь. Все они будут собраны вместе, и грубые ангелы погонят их в сторону ада. Когда многобожники и неверующие осознают, что им не избежать погибели и мучительного наказания, Аллах велит ангелам остановить толпу грешников. Они будут представлены к ответу за свои измышления. На глазах у всех творений Господь опозорит неверующих и изобличит их ложь и измену. Их спросят: почему вы так печальны? Почему вы не помогаете друг другу, а идолы не помогают вам? Ведь это вы полагали, что придуманные вами божества избавят вас от наказания и заступятся за вас перед Аллахом. Очевидно, неверующие не будут отвечать на эти вопросы, потому что они будут облачены в одежды покорности и унижения. Они смирятся со своей участью, покорятся воле Всевышнего и не смогут произнести ни слова в свое оправдание. Они будут покорны, унижены и беспомощны. Сура 37, аяты 27-28.
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. Неверующие вместе со своими собратьями и идолами будут собраны на дороге, ведущей в гиену. Ангелы остановят их и начнут задавать вопросы, однако неверующие не найдут на них ответа и начнут упрекать друг друга в том, что они впали в заблуждение сами и ввели в заблуждение других. Грешники, которые были в своей земной жизни простолюдинами, скажут своим вождям и предводителям: «Вы использовали свою силу и свою власть для того, чтобы ввести нас в заблуждение. Если бы не вы, то мы были бы одними из правоверных». Сура 37, аяты с 29 по 32. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. Предводители неверующих ответят: «Вы поклонялись ложным божествам вместе с нами, и вы ничем не лучше нас. Почему же вы упрекаете нас сегодня? Мы не принуждали вас к неверию, вы сами предпочитали отвергать истину. Сегодня всех нас постигло то, что предопределил Господь. Мы разделим с вами горькую участь и будем вкушать наказание. Мы были заблудшими людьми и предлагали вам последовать за нами. Вы добровольно согласились и последовали по нашим стопам, и сегодня вы не должны укорять в этом никого, кроме самих себя». Сура 37, аяты 33-34. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين. Речь идет о судном дне, когда все грешники будут вкушать мучительное наказание, и тяжесть страданий каждого грешника будет зависеть от тяжести его грехов. Вот так Аллах поступает с грешниками. В своей земной жизни они вместе увязали в неверии, и поэтому в последней жизни они будут вместе разделять страдания. Их грехи и злодеяния переходили все границы дозволенного. Сура 37, аяты 35-36. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Когда им предлагали засвидетельствовать, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, они надменно отрицали истину и отвергали ее проповедников. Они всенародно показывали свое отвращение к ним и говорили: «Неужели мы откажемся от поклонения богам, которым поклонялись наши отцы и деды? Неужели мы пойдем на такое ради Мухаммада?» Однако позорные многобожники не довольствовались тем, что они отвернулись от посланника Аллаха и обвинили его во лжи. Они не успокоились до тех пор, пока не нарекли его безумным поэтом. Воистину, это было самым несправедливым поступком со стороны курейшитов. Они прекрасно знали, что Мухаммад не был знаком ни с поэтами, ни с поэзией. Более того, его поведение ничем не напоминало поведение поэтов. Многобожники знали это, так же, как и знали то, что Мухаммад был самым благоразумным и самым здравомыслящим из их современников. Поэтому Всевышний Аллах опроверг их лживые утверждения и сказал. Сура 37, аят 37. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. Пришествие пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, его религия и ниспосланное ему писание
Все это является истиной. Его пришествие подтвердило правдивость предыдущих посланников, каждый из которых пророчествовал о пришествии Мухаммада. Пророчество о Мухаммаде, мир ему и благословение Аллаха, было чудесным знамением каждого из небесных посланников. Аллах заповедал им уверовать в последнего посланника, и если бы кому-нибудь из них привелось встретиться с пророком Мухаммадом, то он непременно оказывал бы ему всестороннюю поддержку. Именно поэтому Божьи посланники завещали своим последователям уверовать в пророка Мухаммада, когда он явится к человечеству. А когда он явился, все люди убедились в правдивости предыдущих посланников и лживости их врагов и противников. А если бы этого не произошло, то несбывшееся пророчество подорвало бы доверие людей к Божьим избранникам. Посланник Аллаха также подтвердил истинность предыдущих посланников тем, что его учения и проповеди имели общую основу с учениями и проповедями его предшественников. Пророк Мухаммад веровал во всех Божьих посланников, которые приходили к человечеству. Он поведал своим последователям об истинности их пророческих миссий, посланий и законодательств. В 31 аяте Аллах сообщил, что неверующие будут убеждены в том, что вкусят суровое наказание. Однако слова неверующих являются всего лишь предположением простых людей и могут оказаться ошибочными, поэтому Всевышний решил вынести окончательный приговор. Он сказал. Сура 37, аяты 38-39. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. Это правдивая весть, в которой невозможно усомниться. Неверующие будут подвергнуты лютой муке, но с ними не поступят несправедливо. Это будет справедливое наказание. А поскольку эти слова носят общий характер и на первый взгляд относятся ко всем людям, Всевышний сделал исключение для верующих и сказал. Сура 37, аят 40. Они творили добрые дела искренне ради Аллаха и сумели избавиться от многобожия и неверия, а Аллах избавит их от мучительного наказания. Он почтит их своей милостью и одарит щедрым вознаграждением. Сура 37, аяты 41-42. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. Воистину, вознаграждение Аллаха небезызвестно. Оно настолько велико и чудесно, что люди не могут быть к нему безразличны и не могут постичь всю его прелесть. Аллах описал некоторые из райских благ. Это различные плоды, от вкуса и вида которых обитатели рая будут получать великое удовольствие. В райской обители праведники будут почитаемы. Их не будут оскорблять и унижать, а наоборот, будут превозносить и возвеличивать. Они будут с уважением и почтением относиться друг к другу, и благородные ангелы также будут оказывать им почтение. Ангелы будут входить к праведникам через многочисленные врата и поздравлять с великим преуспеянием и щедрым вознаграждением. Но что самое главное, обитателям рая окажет почтение великодушный и щедрый Господь. Он одарит их многочисленными благами и доставит радость их сердцам, душам и телам. Сура 37, аят 43. Они пребудут в садах благодатных. Благодать, радость и счастье навсегда поселились в этих садах. Для правоверных там уготовано то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Ничто не омрачит их счастье и не причинит им беспокойства. Сура 37, аят 44. Они будут возлежать на высоких ложах, украшенных богатыми покрывалами.
Даже положение, в котором будут находиться праведники, будет доставлять им удовольствие и вселять в них умиротворение. Они будут располагаться друг против друга, и это также свидетельствует об их взаимном уважении. Их сердца будет объединять любовь, и они будут наслаждаться своим единством и согласием. Обитатели рая будут близки друг к другу не только лицами, но и сердцами. Они будут любезны и учтивы со своими собратьями настолько, что не захотят поворачиваться к ним спиной или боком. Все это свидетельствует о благополучии и благонравии обитателей рая. Сура 37, аяты 45-46. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. Вечно юные отроки всегда будут готовы услужить праведникам. Они будут обносить их удивительными чашами с не менее удивительным нектаром. Этот нектар – это райское вино, запечатанное мускусом. Оно совершенно не похоже на вино в мирской жизни. Оно белого цвета, потому что белый цвет является одним из самых лучших. Однако оно отличается от земного вина не только цветом. Райское вино доставляет пьющим его великое удовольствие не только во время питья, но и после этого. Сура 37, аят 47. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. Райское вино не вызывает страданий, не притупляет рассудок и не заставляет человека пропивать все свое состояние. Оно также не вызывает головной боли и не причиняет горя. Таким образом, Всевышний упомянул о райских яствах, напитках, прекрасных ложах и прочих удовольствиях, которые можно было выразить эпитетом «сады благодатные». Тем не менее, Всевышний предпочел более детально описать райские прелести, дабы правоверные еще сильнее стремились снискать благоволение своего Господа. Поэтому далее Аллах поведал своим рабам о прекрасных большеглазых гуриях, которые будут дожидаться праведников в находящихся неподалеку шатрах. Сура 37, аяты 48-49. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. Их взгляд будет восхитителен и очарователен. Всевышний назвал их потупившими взоры, потому что они будут хранить целомудрие и потуплять взоры перед всеми, кроме своих мужей. Они также будут восхищаться красотой и совершенством своих мужей и не согласятся променять их на кого-либо другого. Кроме того, супруги Гурий также будут потуплять свои взоры перед всеми остальными женщинами, и это свидетельствует о неописуемой красоте и совершенстве райских супруг. Они будут подобны яйцу, оберегаемому наседкой. У них не будет пороков и недостатков, и даже цвет их кожи будет самым прекрасным. Существует мнение, что Аллах назвал гурий потупившими взоры, потому что они будут желать и любить только своих супругов. Подобное толкование также является достоверным. Все это означает, что мужчины и женщины в раю будут прекрасны. Между ними воцарится любовь и согласие, и они не будут желать для себя чего-нибудь иного. Обитатели рая будут хранить целомудрие, не будут завидовать друг другу, питать взаимную вражду и ссориться. Для этого просто не будет никаких причин. Сура 37, аяты с 50 по 53. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. После упоминания о райских яствах и напитках, прекрасных ложах и прелестных супругах,
Всевышний Аллах сообщил о том, с какой охотой обитатели рая будут вести между собой теплые беседы. Они будут вспоминать о своей прошлой жизни и о своих деяниях. Их разговор будет столь долгим, что один из них скажет: «Был у меня скверный спутник, который сопровождал меня в земной жизни, отрицал воскрешение после смерти и порицал меня за мою веру. Он говорил: как ты можешь верить в то, что человек будет наказан или вознагражден за свои деяния? Это же невероятно! Мы все превратимся в прах, и от нас останутся только кости. Неужели ты думаешь, что эти кости будут воскрешены, и что человек будет призван к ответу за свои деяния? Такова моя история. Мне трудно забыть своего приспешника. Я уверовал и до конца своих дней оставался праведным верующим, а он продолжал отрицать вечную жизнь и увязать в неверии. Сегодня, как видите, я оказался среди этих прекрасных благ, а он страдает в пучине адских мук». Сура 37, аят 54. قال هل أنتم مطلعون. Тут этот праведник предложит: давайте воочию убедимся в страданиях неверующих и почувствуем себя еще более счастливыми от того, что обрели благоволение Господа. Обитатели рая будут охотно выполнять просьбы своих братьев, и поэтому они отправятся вместе с ним посмотреть на его приспешника. Сура 37, аяты с 55 по 57. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. Когда праведник взглянет в ад, то увидит своего приспешника посреди адского пламени. Он будет страдать в пучине адских мук, и огонь будет окружать его со всех сторон. Праведник начнет порицать неверного и возблагодарит Аллаха, который избавил его от козней врага. Он воскликнет: «Клянусь Аллахом, ты пытался поселить в моей душе сомнения и мог погубить меня. Если бы Аллах не помог мне сохранить веру, то я оказался бы в числе ввергнутых в ад». Сура 37, аяты 58-59. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. Это риторический вопрос, ответ на который может быть только утвердительным. Он свидетельствует о великой радости, которую испытывают праведники от вечного пребывания в раю и спасения от наказания в преисподней. В 50-м аяте Всевышний Аллах сказал: они будут обращаться друг к другу с расспросами. Господь не сообщил нам, какие беседы будут вести обитатели рая, однако совершенно ясно, что они будут получать удовольствие от этих бесед. Они будут разговаривать обо всем, что будет доставлять им радость, и будут обсуждать вопросы, относительно которых они расходились во мнениях на земле. Хорошо известно, что ученые получают огромное удовольствие от научных дискуссий и обсуждений. Это удовольствие невозможно сравнить с чувствами, которые испытывают люди, беседуя о мирской жизни. Оказавшись среди обитателей рая, они будут подолгу обсуждать научные вопросы и делать такие научные открытия, которые человек не в состоянии даже представить себе. Сура 37, аят 60. إن هذا لهو الفوز العظيم. Всевышний описал райское блаженство и удивительные райские блага, а затем вдохновил мусульман на совершение искренних и праведных дел и сказал, что обретение райских благ – это наивысший успех. Праведники добьются этого успеха. Они обретут все блага, о каких только может мечтать человеческая душа, и спасутся от всего неприятного и ненавистного. Разве может человек желать чего-либо еще? Или же все-таки это действительно является наивысшим успехом?
Что может быть лучше, чем право поселиться в сени божественного благоволения вблизи Господа небес и земли? Что может быть прекраснее, чем возможность познать своего Создателя, увидеть Его благородный лик и услышать Его чудесную речь? Сура 37, аят 61. لمثل هذا فليعمل العاملون. Вечные райские блага заслуживают того, чтобы люди расходовали ради них свое богатство и трудились, засучив рукава. Благоразумный человек должен быть опечален, если он потратит свое время на дела, которые не могут приблизить его к обители божественной милости. Что же тогда говорить о людях, которые совершают грехи и обрекают себя на погибель? Сура 37, аяты с 62 по 64. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. Разве райское блаженство не лучше, чем мучительное наказание в гиенне? Какое угощение лучше, изысканные райские яства или дерево закум, плодами которого будут питаться обитатели ада? Господь сделал это дерево наказанием для грешников, которые увязали в неверии и неповиновении Аллаху. Оно растет в самой середине ада, и его корни берут начало из адских недр. Это самая скверная и самая отвратительная почва, а следовательно, и произрастающее на ней дерево должно быть самым отвратительным. Именно это разъяснил Всевышний, когда вначале упомянул о происхождении дерева, а затем о его плодах. Сура 37, аяты с 65 по 67. طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. Если они имеют такой скверный вид, то нет необходимости говорить об их мерзком вкусе и о том, что будет происходить в животах адских мучеников. Они не смогут избежать наказания, у них просто не будет другого выбора. Как же ужасна еда обитателей ада, и как же ужасно их питье. Они будут запивать плоды дерева закум кипящей водой, которая будет раздирать их внутренности. Всевышний также сказал: если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному металлу или осадку металла, которая обжигает лицо. Сура 18, аят 29. Сура 37, аят 68. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. Это их вечное жилье и пристанище. Там они будут вкушать суровое наказание и познают чудовищный жар, которые не принесут им ничего, кроме несчастья и страданий. Что же привело грешников в эту страшную обитель? Словно отвечая на этот вопрос, Всевышний сказал. Сура 37, аяты 69-70. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. Они стремглав бросились в омут заблуждения и не стали прислушиваться к проповедям Божьих посланников. Они не задумывались над увещеваниями священных писаний и не придавали значения добрым советам правоверных. Напротив, они отворачивались от них и говорили: «Воистину, мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно следуем по их стопам». Сура 43, аят 23. Сура 37, аяты 71-72.
وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ. Задолго до арабских многобожников впали в заблуждение предыдущие поколения, и лишь некоторые из них обратились в истинную веру и последовали прямым путем. А ведь к ним приходили увещеватели, которые предостерегали их от заблуждения и обольщения. Сура 37, аяты 73-74. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. Злодеяния неверующих привели их к погибели, позору и бесчестию. Пусть же многобожники раскаются в своем заблуждении, дабы не постигло их то, что постигло их предшественников. А поскольку не все, кого увещевали пророки, были заблудшими, Аллах сделал исключение для правоверных, которые искренне поклонялись Аллаху и сумели спастись от погибели. Искренность и преданность позволили им удостоиться Божьей милости и достичь похвального конца. Сура 37, аяты с 75 по 80. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Затем Всевышний Аллах поведал своим рабам о некоторых из древних народов и в качестве примера упомянул о народе Нуха. Нух был одним из пророков и первым посланником Аллаха. В течение многих лет он призывал своих соплеменников уверовать в единого Аллаха. Однако с каждым днем неверующие испытывали все большее отвращение к его проповедям. Наконец пророк Нух обратился к Аллаху с мольбой и сказал: «Господи, не оставь на земле ни одного неверующего жителя». Сура 71, аят 26. Он также сказал: «Господи, помоги мне, ведь они сочли меня лжецом». Сура 23, аят 26. Всевышний ответил на мольбу своего избранника, поскольку он лучше кого бы то ни было внимает мольбам. Этими словами Аллах восхвалил самого себя. Он внимает молитвам и обращениям своих рабов, как он внял молитвам своего пророка Нуха. Он спас его вместе с верующими от великой напасти и потопил всех неверующих. Из потомков Нуха Аллах возродил род человеческий и оставил в нем добрую память о великом пророке. Он заслужил эти великие почести благодаря своему искреннему поклонению Творцу и доброму отношению к людям и остальным творениям. Однако не только Нух был удостоен этих почестей. Господь поступает таким образом со всеми, кто творит добро. Слава о них разлетается по свету в зависимости от их праведности и добродетели. Сура 37, аяты 81-82. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Из этих слов становится ясно, что вера является величайшей ступенью, на которую может взойти раб Божий. Она объединяет в себе все основные и второстепенные предписания религии, и именно этим славным эпитетом Аллах подчеркнул превосходство своих избранных рабов. Сура 37, аят 83. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. Возлюбленный Аллаха Ибрахим был одним из последователей Нуха. Он выполнял свою пророческую миссию и призывал людей к Аллаху, следуя путем своего предшественника. Именно поэтому Всевышний Аллах внимал мольбе Ибрахима так же, как он внимал мольбе Нуха. Сура 37, аят 84. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
Его сердце было очищено от многобожия, сомнений и порочных желаний, которые мешают человеку воспринимать истину и совершать правильные деяния. Только тот человек, чье сердце беспорочно, сумеет спастись от всего скверного и неприятного и обрести все благое и желанное. Сура 37, аят 85. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. Свидетельством непорочности Ибрахима была его искренность во взаимоотношениях с людьми. В его сердце не было места обману, зависти и прочим скверным качествам. Именно поэтому он искренне старался наставить людей на прямой путь и в первую очередь призвал уверовать своего отца. Он спросил своего отца и своих соплеменников: «Чему вы поклоняетесь?» Этот вопрос содержит в себе упрек и доказательство тщетности и порочности многобожия. Сура 37, аят 86. أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. Неужели вы поклоняетесь ложным божествам, которые не заслуживают поклонения и обожествления? Неужели вы не думаете о том, что Господь миров может покарать вас за приобщение к Аллаху сотоварищей? Так пророк Ибрахим устрашил своих соплеменников мучительным наказанием, которое ожидает многобожников и неверующих. Сура 37, аят 87. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Неужели вы думаете, что у Господа миров столько недостатков и пороков, что позволяете себе приравнивать к Нему своих несовершенных и беспомощных богов? Сура 37, аяты 88-89. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. Пророк Ибрахим решил разрушить идолов, которым поклонялись его соплеменники, и выжидал момента для того, чтобы сделать это. Когда его соплеменники отправились на одно из своих празднеств, Ибрахим вышел вместе с ними. Тут он взглянул на звезды и сказал: «Поистине, я болен». В достоверном хадисе сообщается, что за всю свою жизнь пророк Ибрахим солгал всего 3 раза. Первый раз, когда он сказал «поистине, я болен», второй раз, когда он сказал «нет, учинил это их старший, вот этот», третий раз, когда он назвал свою жену Сару своей сестрой. Сура 37, аяты с 90 по 92. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ. Ибрахим решил притвориться больным для того, чтобы уединиться и завершить то, что он задумал. Он дождался, пока все многобожники ушли на празднество, а затем украдкой пробрался к идолам. Добравшись до них, он с насмешкой сказал: «Вы совершенно недостойны поклонения, потому что у вас больше недостатков, чем у животных. Они едят и разговаривают друг с другом, а вы не способны даже на это». Сура 37, аят 93. فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ. Он бил их так сильно и усердно, что от них остались только разбитые куски. Однако Ибрахим не стал разрушать главного идола для того, чтобы многобожники осознали их беспомощность. Сура 37, аят 94. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ. Более подробно Всевышний описал это событие в суре Аль-Анбия, сура 21, аяты с 51 по 70. Когда многобожники увидели разбитых идолов, то стали размышлять над тем, кто же осмелился осквернить их богов. Они сказали: «Кто учинил подобное с нашими богами? Воистину, он грешник». Некоторые из многобожников сказали:
мы слышали, как юноша по имени Ибрахим поносил их. Они вспомнили, как Ибрахим говорил: «Клянусь Аллахом, я учиню что-нибудь против ваших идолов, когда вы уйдете, оставив их без присмотра». Но Ибрахим сказал: «Нет, учинил это их старший, вот этот. Спросите же их об этом, если они обладают даром речи». Поразмыслив, они стали говорить друг другу: «Воистину, вы суть грешники». Но затем многобожники опять принялись за свое и сказали: «Ведь ты знаешь, что они не обладают даром речи». Тогда Ибрахим сказал: «Неужели вы поклоняетесь помимо Аллаха тому, кто ни в чем не способен помочь или навредить вам? Презренны вы и те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха. Неужели вы не одумаетесь?» Сура 37, аяты 95-96. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. Вы высекаете идолов из камней своими руками, а затем поклоняетесь им. Неужели вы предпочитаете поступить таким образом и отказываетесь от искреннего поклонения одному Аллаху? Сура 37, аяты 97-98. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. Тогда многобожники решили соорудить огромный очаг, разжечь в нем огонь и бросить в него Ибрахима. Такой приговор идолопоклонники вынесли пророку Аллаха за то, что он разрушил их идолов. Они решили подвергнуть Ибрахима самой чудовищной казни, но Аллах обратил их коварные замыслы против них самих и сделал огонь прохладой и спасением для Ибрахима. Сура 37, аят 99. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. «Я переселяюсь ради спасения своей веры и отправляюсь в благословенные земли Шама, а Господь поможет мне творить дела, которые принесут пользу моей вере и мирскому благополучию». Ибрахим также сказал: «Я удаляюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, и обращаюсь с мольбой к моему Господу. Быть может, благодаря молитвам к моему Господу я не буду несчастен». Сура 19, аят 48. Сура 37, аят 100. رب هب لي من الصالحين. Когда Ибрахим отчаялся наставить своих соплеменников на прямой путь, то попросил Аллаха даровать ему праведного сына, который мог бы принести своему отцу пользу как при его жизни, так и после его смерти. Аллах внял мольбе своего избранника и сказал. Сура 37, аят 101. فبشرناه بغلام حليم. Безусловно, речь идет о пророке Исмаиле, потому что благая весть о рождении Исхака упоминается лишь в 112-м аяте. Всевышний также сказал: «А жена его стояла за завесой и рассмеялась. Тогда мы сообщили ей радостную весть об Исхаке, Исааке, а вслед за Исхаком, Исааком, о Якубе, Якове». Сура 11, аят 71. Из всего этого, а также из последующих аятов становится ясно, что пророк Ибрахим собирался предать закланию именно Исмаила. Всевышний назвал Исмаила кротким, и этот замечательный эпитет свидетельствует о терпении, выдержке, благонравии, великодушии и снисходительности старшего сына возлюбленного Аллаха Ибрахима. Сура 37, аят 102. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Прошли годы, и Исмаил достиг того возраста, когда в большинстве случаев родители остаются довольны своими сыновьями и дочерьми, потому что те перестают обременять их и начинают приносить им все больше и больше пользы. Ибрахим сказал своему сыну: «Аллах повелел мне во сне принести тебя в жертву, и ты знаешь, что сны пророков являются откровением. Мы должны быть покорны воле Господа. Что ты думаешь об этом?» Исмаил воспринял эти слова с должным терпением. Даже в такой трудный час он продолжал надеяться на милость Аллаха, стремился снискать его благоволение и оставался послушным сыном своих родителей. Он сказал, что терпеливо снесет любое волеизъявление Всевышнего Аллаха, потому что все происходящее во Вселенной происходит только с его позволения. Сура 37, аят 103. Отец и сын покорились воле Аллаха. Ибрахим устрашился Божьей кары и твердо решил исполнить повеление Аллаха и принести в жертву своего сына и радость своей души. А что касается Исмаила, то он проявил великое терпение и не посмел ослушаться Всевышнего Господа и огорчить своего родителя. Ибрахим поверг сына лицом вниз для заклания. Он не хотел смотреть в это время ему в лицо. Сура 37, аяты 104-105. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. В этот тревожный и тяжкий миг Аллах воззвал к своему возлюбленному посланнику и сказал: «О Ибрахим, ты уже исполнил то, что было велено тебе во сне. Ты твердо вознамерился предать закланию своего сына и сделал все для выполнения приказа своего Господа. Тебе осталось лишь провести лезвием клинка по горлу Исмаила, но теперь в этом нет необходимости. Таково вознаграждение, уготованное тем, кто искренне поклоняется Аллаху и предпочитает снискать его благоволение, нежели удовлетворить свои собственные желания». Сура 37, аят 106. «Инна хаза лахуал бала'уль мубин». Испытание, через которое прошел пророк Ибрахим, доказало его нравственную чистоту и совершенную любовь к своему Господу. И тогда Аллах нарек его своим возлюбленным посланником. Арабское слово «хиллат» означает высшую и самую совершенную любовь. Из этого следует, что возлюбленный Аллаха обязан отдавать всю свою любовь всемилостивому Творцу. Такая любовь не может быть поделена на части, однако с появлением на свет Исмаила пророк Ибрахим воспылал к нему пламенной любовью, которая поселилась в его сердце. Тогда Аллах пожелал испытать любовь своего избранника к Господу и очистить его душу от любви к творениям. Аллах повелел ему предать закланию сына, любовь к которому мешала Ибрахиму еще сильнее любить своего Господа. Сура 37, аят 107. Когда Ибрахим отдал предпочтение любви к Аллаху перед своей земной любовью и вознамерился принести в жертву своего сына, любовь к земному перестала отвлекать его от поклонения Господу. Больше не было причин для заклания Исмаила, и поэтому Всевышний Аллах повелел Ибрахиму принести в жертву не сына, а крупную овцу. Аллах назвал эту жертву большой в силу нескольких причин. Во-первых, потому что она была выкупом и возмещением за жизнь славного пророка Исмаила. Во-вторых, потому что жертвоприношение стало одним из величайших обрядов поклонения. А в-третьих, потому что этот обряд сохранился и будет существовать вплоть до наступления судного дня. Сура 37, аят 108.
وتركنا عليه في الآخرين. Всевышний сообщил, что добрая память об Ибрахиме будет вечно жить среди людей. Ближайшие потомки Ибрахима молили Аллаха ниспослать их славному прародителю мир и благополучие. Так поступают правоверные мусульмане сегодня, и так будут поступать все последующие поколения мусульман. Во все времена люди любят, почитают и восхваляют этого славного пророка и посланника. Сура 37, аят 109. سلام على إبراهيم. Это слова приветствия, которыми Всевышний Аллах повелел приветствовать своих избранников. Он также повелел говорить: «Хвала Аллаху и мир его избранным рабам». Сура 27, аят 59. Сура 37, аят 110. كذلك نجزي المحسنين. Если раб Божий искренне поклоняется Аллаху и делает добро его творениям, то Господь избавляет его от несчастий, дарует ему благополучие и восхваляет его самыми прекрасными словами. Сура 37, аят 111. إنه من عبادنا المؤمنين. Он уверовал во все, во что обязан уверовать человек, и достиг полной убежденности. Всевышний сказал: «Так мы показали Ибрахиму, Аврааму, царство небес и земли, дабы он стал одним из убежденных». Сура 6, аят 75. Сура 37, аят 112. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. Речь идет о благой вести, о рождении Исхака, о которой мы уже упоминали ранее. Аллах обрадовал Ибрахима и его состарившуюся жену о появлении на свет Исхака, а затем его сына Якуба. Он также обрадовал их вестью о пророческой миссии их будущего сына. Сура 37, аят 113. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Мы приумножили их знания, праведные деяния и потомство. Благодаря этому Ибрахим стал отцом 3 великих народов – арабов, израильтян и римлян. Арабы являются потомками пророка Исмаила, израильтяне – Якуба, а римляне – Исхака. Среди них есть праведники и грешники, справедливые люди и несправедливые тираны, правоверные и неверующие многобожники. Очевидно, Всевышний Аллах сообщил об этом для того, чтобы люди не заблуждались относительно потомков Ибрахима. Когда Аллах благословляет человека, то это благословение распространяется и на его потомков. Однако это не означает, что все потомки Ибрахима обязательно должны быть праведными и добродетельными. Именно поэтому Всевышний Аллах подчеркнул, что в роду Ибрахима есть и добропорядочные мужи, и грешники. Аллаху же об этом известно лучше всего. Сура 37, аяты со 114 по 118. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. Всевышний упомянул о славных рабах и посланниках Мусе и Харуне. Оба они были сыновьями Имрана. Аллах почтил их посланием и пророческой миссией и велел им призывать людей к поклонению Всевышнему Господу. Аллах спас их вместе с их соплеменниками от деспотичного фараона и даровал им победу над врагами. Он потопил войско фараона на глазах у изумленных израильтян, а затем ниспослал Мусе и Харуну ясное писание,
священную Тору. Аллах собрал в ней премудрые проповеди и справедливые законоположения, а также разъяснил все, что должен знать каждый раб Божий. Господь наставил Мусу и Харуна на путь религии, ведущий к великой милости и спасению, и помог им пройти этим путем самым совершенным образом. Сура 37, аяты со 119 по 122. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. Аллах оставил об этих посланниках добрую память в грядущих поколениях и повелел людям молиться об их благополучии. Добрая память о них действительно сохранилась до наших дней, а это значит, что великая слава об этих посланниках была жива и среди наших предков. Сура 37, аяты со 123 по 126. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. Всевышний похвалил своего раба и посланника Ильяса. Он выполнил свою пророческую миссию и призвал свой народ уверовать в единого Господа. Он проповедовал богобоязненность и искреннее служение одному Аллаху и предостерегал людей от идолопоклонства. Он призывал своих соплеменников отказаться от поклонения идолу, которого звали Баал, и поклоняться одному Аллаху, который творит и заботится о своих творениях, осеняет их своей милостью и ниспосылает им многочисленные зримые и незримые блага. Он говорил: «Неужели вы не желаете искренне поклоняться своему милостивому и сострадательному Творцу и предпочитаете унижаться перед истуканом, который не способен принести вам пользы или причинить вред? Этот идол не в состоянии сотворить что-нибудь или даровать вам пропитание, он даже не в состоянии поесть или заговорить с вами. Воистину, ваш выбор является глубочайшим заблуждением и величайшей глупостью». Сура 37, аят 127. Многобожники не уверовали в Ильяса и отвергли его учение, и тогда Аллах пригрозил им подвергнуть их мучительному наказанию в день воскресения. При этом Всевышний Аллах не упомянул о наказании, которое постигло этот неверующий народ на земле. Сура 37, аят 128. Аллах еще раз сделал исключение для правоверных и сообщил, что лютая кара не постигнет тех, кто уверовал и последовал за своим посланником. Более того, каждого из них ожидает щедрое вознаграждение. Что же касается Ильяса, то Господь оставил о нем добрую память в грядущих поколениях и сказал. Сура 37, аяты 129-130. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ. Это приветствие славному посланнику Аллаха от его Господа и всех праведных рабов. Сура 37, аяты со 131 по 135. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. Аллах восхвалил своего раба и посланника Лута, который справился со своей пророческой миссией и призвал свой народ уверовать в единого Аллаха.
Долгие годы он призывал их отречься от многобожия и покаяться в содомском грехе. Однако они не вняли его проповедям, и тогда Аллах спас своего пророка вместе с его семейством и погубил нечестивцев. Под покровом ночи Лут покинул город и взял с собой всю свою семью, кроме престарелой жены, которая не обратилась в истинную веру и осталась в городе на свою погибель. Сура 37, аят 136. Когда же рассвело, то Аллах истребил всех, кто остался в городе. Всевышний сказал: «Когда же явилось наше веление, мы перевернули вверх дном их селения и последовательно обрушили на них каменья из обожженной глины». Сура 11, аят 82. Сура 37, аяты 137-138. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Вы не можете сомневаться в правдивости этих слов, потому что с утра до вечера ходите мимо развалин перевернутых городов. Неужели вы не задумаетесь над многочисленными знамениями и назиданиями? Неужели вы не покаетесь в грехах, которые обрекают грешников на погибель? Сура 37, аят 139. Всевышний восхвалил своего раба и посланника Юнуса, сына Матты. Как и предыдущих посланников, Аллах похвалил его за выполненную пророческую миссию и мудрые проповеди. Сура 37, аят 140. Всевышний сообщил, что на долю пророка Юнуса выпало земное наказание, от которого ему удалось избавиться благодаря твердой вере и праведным поступкам. Юнус разгневал своего Господа, когда попытался сбежать от своего Господа. Он думал, что Всевышний Аллах не сумеет добраться до него, но угодил во чрево огромной рыбы. Аллах не поведал нам о том, какое прегрешение совершил Юнус, потому что знание этого не принесет мусульманам никакой пользы. Зато для каждого мусульманина полезно знать, что согрешивший человек не сумеет избежать наказания, даже если он является благородным посланником. Что касается пророка Юнуса, то Аллах помог ему обрести праведность, избавил его от наказания и спас его от великого позора. Однако до этого произошло много немаловажных событий. Юнус сбежал и попытался найти спасение на корабле, переполненном людьми и нагруженном вещами и грузами. Выйдя в море, люди обнаружили, что корабль идет на дно. Тогда они решили выбросить одного человека за борт для того, чтобы спасти остальных. Находящиеся на корабле люди не знали, кто заслуживает такой суровой участи, и потому решили поступить справедливо и бросить жребий. Сура 37, аяты 141-142. فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. Когда Аллах собирается сделать что-либо, Он создает для этого причины и предпосылки. Жребий пал на Юнуса, и люди выбросили его в море. Его проглотил кит, и в момент заглатывания он был достоин порицания. Сура 37, аяты 143-144. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Пророк Юнус часто восхвалял Аллаха и много поклонялся ему, пока его не постигло наказание. А когда он оказался в чреве кита, то принялся повторять: «Нет божества, кроме тебя, пречист ты, воистину, я был одним из беззаконников». Сура 21, аят 87.
Если бы не эти праведные дела, то его усыпальницей стало бы чрево огромного кита. Но искреннее поклонение и многочисленные восхваления Аллаха спасли Юнуса от наказания. Таким же образом Всевышний Аллах спасает правоверных, когда их постигают беды и несчастья. Сура 37, аят 145. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. Кит выбросил Юнуса из своего чрева на пустынный берег, на котором не было ни единой души, а может быть и ни единого тенистого дерева. По причине долгого нахождения в чреве животного Юнус тяжко занемог. Он был похож на цыпленка, который только что вылупился из яйца. Сура 37, аят 146. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. Пророк Юнус укрылся в тени высокого тыквенного куста. Хорошо известно, что в тени этих кустов всегда прохладно и что к ним никогда не слетаются мухи. Такой была милость и добродетель Всевышнего по отношению к своему покаявшемуся рабу. Однако эта милость не была последней и единственной. Аллах сказал. Сура 37, аяты 147-148. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100 أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Это означает, что Аллах повелел Юнусу проповедовать истинную религию в городе, в котором проживало не менее 100 тысяч жителей. Они уверовали, и благодеяния каждого из них были зачтены пророку Юнусу, потому что именно он помог им уверовать. А что касается жителей города, то Аллах даровал им земные блага до определенного времени, то есть избавил их от наказания, которое они заслуживали за свои предыдущие злодеяния. Всевышний сказал: «Разве были селения, жители которых уверовали после того, как они узрели наказание, и им помогла вера, кроме народа Юнуса, Ионы? Когда они уверовали, мы избавили их от позорных мучений в мирской жизни и дозволили им пользоваться мирскими благами до определенного времени». Сура 10, аят 98. Сура 37, аят 149. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. Многобожники считают ангелов дочерьми Аллаха и поклоняются им. Тем самым они не только приравнивают творение к Творцу, но и приписывают ему качества, которые недостойны его величия. Они имеют сыновей и приписывают Аллаху дочерей. Воистину, это несправедливый дележ и глубокое заблуждение. Во-первых, потому что многобожники приписывают Всевышнему Аллаху детей. Во-вторых, потому что они называют их женщинами, хотя известно, что женский пол является более слабым и более низким по положению, чем мужской. Более того, когда у них рождаются девочки, они проявляют недовольство и негодование. Всевышний сказал: «Они приписывают Аллаху дочерей. Пречист Он. Себе же они оставляют тех, кого хотят». Сура 16, аят 57. А в-третьих, потому что они называют ангелов дочерьми Аллаха. Сура 37, аят 150. أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ. Всевышний изобличил ложь многобожников и поведал о том, что ангелы не являются женщинами. Да и откуда многобожники могут знать об этом, если они не присутствовали при их сотворении? Сура 37, аяты 151-152. أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Многобожники не только говорят о вещах, о которых у них нет никакого знания. Более того, они осмеливаются возводить на Аллаха навет и говорят, что Он породил детей.
Они утверждают об этом только из-за своей лживости, и поэтому Аллах назвал их лжецами. В душе они понимают, что их слова являются откровенной ложью, порочность которой не вызывает сомнения. Сура 37, аяты со 153 по 156. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. Ваши суждения дерзки и несправедливы, и вы должны покаяться в своих словах. Если бы вы поразмыслили над ними, то не осмелились бы делать столь дерзкие заявления. Или же священные писания или слова Божьих посланников подтверждают сказанное вами? Конечно же, воззрения многобожников не подтверждаются ни священными писаниями, ни словами Божьих посланников. И поэтому далее Всевышний Аллах сказал. Сура 37, аят 157. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. Если человек делает заявления, которые не опираются на убедительные доказательства, то он либо сознательно говорит неправду, либо разглагольствует безо всякого знания. Сура 37, аят 158. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. Многобожники считали, что джиннов связывает с Аллахом родственные связи. Они говорили, что ангелы являются дочерьми Аллаха, а их матерями являются знатные женщины из числа джиннов. Однако подобные утверждения являются глубоким заблуждением, потому что джинны прекрасно знали, что наступит день, когда они предстанут перед своим Господом и получат воздаяние за свои деяния. Они также знали, что являются униженными рабами Аллаха, а если бы между ними и Господом были родственные связи, то все было бы иначе. Сура 37, аят 159. Субханаллахи амма ясифун. Пречист всемогущий и выдержанный властелин. Его божественные качества совершенны и не имеют ничего общего с тем, что говорят об Аллахе многобожники и неверующие. Сура 37, аят 160. Илля ибадаллахил мухласин. Они искренни и праведны, и поэтому они говорят о своем Господе только то, что соответствует Его божественному величию. Именно поэтому Всевышний Аллах не опровергает слова искренних верующих. Сура 37, аяты со 161 по 163. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. О многобожники и идолопоклонники! Ни вы, ни придуманные вами божества не способны ввести в заблуждение никого, кроме грешников, которым суждено попасть в ад. Человек попадает в гиену только тогда, когда этого требует божественное предопределение. А что касается многобожников и идолов, то они совершенно бессильны и беспомощны. Они не способны обольстить и ввести в заблуждение даже одного человека, если на то не будет воли Господа. Все это свидетельствует о совершенном могуществе Всевышнего Аллаха, а если это так, то многобожники могут не пытаться ввести в заблуждение искренних рабов Аллаха и партию преуспевших единомышленников. Сура 37, аят 164. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. Словно опровергая лживые утверждения многобожников, ангелы свидетельствуют о том, что они являются покорными рабами Аллаха и не ослушаются Его даже в самых незначительных вещах. Каждый из ангелов знает свое место и свои обязанности.
Они выполняют эти обязанности самым совершенным образом, не допуская ни излишеств, ни упущений. При этом они знают, что вся власть принадлежит Аллаху, и что сами они не властны ни над одним из творений Господа. Они говорят. Сура 37, аяты 165-166. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. Мы покорны нашему Господу и всегда готовы служить Ему. Мы делаем это искренне и непрестанно возносим Всевышнему Аллаху хвалу. Мы также свидетельствуем, что Аллах лишен любых недостатков и скверных качеств, не подобающих Его величию и совершенству. Что же заставляет нечестивцев поклоняться ангелам и приравнивать эти покорные творения Всевышнему Творцу? Пречист Он и премного выше того, что они говорят. Сура 17, аят 43. Сура 37, аяты со 167 по 173. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Всевышний сообщил, что мекканские многобожники некогда высказывали желание последовать прямым путем и говорили: если бы Аллах не спаслал нам напоминание и ясное Писание, которое было ниспослано нашим предшественникам, то мы непременно стали бы искренне поклоняться Ему одному. Более того, мы стали бы искренними верующими. Однако их слова были лживы. Аллах не спаслал им самое лучшее из всех Писаний, и они сочли его ложью. Они осмелились восстать против истины, и очень скоро они познают последствия своего неверия. Наступит день, когда их постигнет лютая кара, и они узнают, насколько мучительно наказание Господа. Но и в мирской жизни им предопределена горькая доля, и пусть многобожники не думают, что сумеют одержать верх над правоверными. Аллах обещал даровать победу своим праведным посланникам и искренним рабам, и ничто не сможет помешать сбыться обещанию Аллаха. Воинство богобоязненных праведников одержит верх, и Аллах окажет им в этом великую поддержку и поможет утвердить на земле религию Господа. Это великая благая весть, которой должен возрадоваться каждый, кто считает себя воином Аллаха и борцом за правое дело ислама. Если такой человек поступает правильно и искренне, то Аллах непременно дарует ему победу над врагом и противником. Сура 37, аяты со 174 по 179. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. Аллах повелел своему посланнику отвернуться от нечестивцев, которые упрямо отказываются уверовать в истину. Им не остается ничего, кроме как дожидаться обещанного наказания. Когда оно наступит, то они непременно окажутся в пучинах мук и страданий. Божья кара падет на них или поблизости от них, и тогда для неверующих наступит самый ужасный день. Это будет день наказания и погибели. А затем Аллах еще раз повелел пророку Мухаммаду отвернуться от многобожников и еще раз предупредил их о приближающемся возмездии. В этой суре Всевышний Аллах часто упоминал о скверных воззрениях многобожников и неверующих. Словно подчеркивая, что он не имеет к этим лживым утверждениям никакого отношения, Аллах сказал.
Сура 37, аяты со 180 по 182. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Хвала целиком и полностью надлежит Ему одному. Он достоин ее за свои совершенные и величественные качества, а также за свои божественные и похвальные деяния. Он заботится о каждом из своих творений, дарует своим рабам многочисленные блага, оберегает их от бед и несчастий, управляет ими, когда они трудятся и отдыхают. Все это не составляет для Аллаха никакого труда. Он избавлен от недостатков и изъянов и заслуживает восхваления, любви и почитания. Он способен даровать своим рабам мир и благополучие как на земле, так и в последней жизни. Он дарует их своим избранным посланникам и их верным последователям, а его врагов как при жизни на земле, так и после смерти не ожидает ничего, кроме несчастья и погибели.